Сегодня в нашей программе глава администрации Ткварчальского района Исидор Доча, и мы поговорим о том, как развивается район и что для этого делает администрация. Здравствуйте. Ткварчал, он всегда традиционно был промышленным городом. И что вот в этом плане делается сейчас? Понятно, что есть сложности, понятно, что не все так просто, да, восстанавливать то, что было, но, может быть, есть какие-то планы или проекты, которые должны быть реализованы вот в какой-то перспективе? Вы знаете, очень хороший вопрос. Конечно, вы правильно просто задаете. Человек, который сегодня находится в администрации, он должен переживать. Для него должно быть задача номер один – создание условий рабочих мест. Для меня это очень важно. То есть я себя не вижу здесь, если у меня это не будет получаться. То есть на сегодняшний день хочу вам сказать, я уже, в принципе, говорил много раз, еще раз хочу повторить о том, что у нас идет разработка угля шахтным способом. Это примерно 1000 рабочих мест. У нас есть уже продвижение. Сейчас мне пришлют, ежемесячно отчитывают Ткварчал-Уголь. Они каждый месяц дают о проделанной работе. То есть я буквально сегодня-завтра жду от них, то есть о проделанной работе, но я думаю, что до конца года у нас пойдут какие-то подвижки о том, что мы будем конкретно заниматься, то есть уже будут людей на работу принимать, какие-то продвижения. Вы знаете, просто так взять как открытым способом, да, уголь добывать это легко, там трактора работают, а здесь много таких работающих, которые не дают просто подготовительной работы, примерно где-то 2-3 месяца, может полугода тянется, чтобы дойти до угля. Какие-то работы нужно провести. Сейчас конкретно не будем на это останавливаться, но я точно знаю, что у нас примерно касаемо рабочих мест, у нас примерно 1000 рабочих мест. То есть это, конечно, там будут специалисты, но вот горожане до 600, до 700 человек будут задействованы. То есть это зарплата, это подоходный налог, это налог на прибыль. То есть там же спецналог платится, я имею в виду, с углем связан, там спецналог, там $10 или $15. С этих, $15 будет отчисляться там $2 или $3, допустим, или $5 городу. Это было всегда так. То есть у нас, надеемся, что в следующем году, да и в конец этого года, у нас бюджет будет увеличиваться. То есть у нас сегодня 200 с чем-то тысяч рублей бюджет, 250 тысяч рублей. То есть у нас, надеемся, что в ближайшее время у нас бюджет увеличится. То есть именно собственных средств, то есть из-за того, что мы будем добивать уголь. Это одна сторона. Вторая сторона связана с туризмом. Конечно, вы же это знаете прекрасно, что у нас был промышленный город, вы сами это сказали. Но у нас есть хорошие моменты, как мы будем развивать туризм в Ткварчале, в Ткварчальском районе. Параллельно, хотел бы сказать, если когда-то назывался это промышленный город, у нас, видимо, дойдем до того, что у нас будет промышленный туристический город, район, вернее, то есть если так подойти. У нас есть, мы занимаемся проектами, то есть большие проекты. У нас это не то, что в наш район будем развивать. То есть если у нас этот проект получится, если мы доведем до конца этот проект, вообще восточная сторона, то есть это Чимчира, Дал, это Ткварчал, поменяется ситуация. То есть это один из таких важных моментов для меня и для президента. Это президент очень много раз озвучивал этот проект. То есть мы этим занимаемся. Знаете, как вам сказать, это для нас очень такое жизненно важно такое. Для меня это очень важно, потому что если ничего не будет получаться, я сейчас еще раз хочу вернуться, если глава администрации просто будет сидеть и ждать, когда деньги выделят в столице и какие-то копейки, и будет работу вести, это не получится так просто. Мы стараемся, мы будем двигаться вперед, у нас бюджет должен увеличиться примерно в течение 2 лет до $500 миллиарда рублей. Понимаете, если у нас должно быть, если не получится... Хочу задать вопрос. То есть, если, скажем так, выстрелят, да, вот эти проекты, о которых вы говорите, с добычей угля, и новые проекты, связанные с развитием туризма, да, тогда вы рассчитываете, что бюджет района увеличится в разы. Вот вы назвали цифру. Да, 100%. Вы правильно говорите. Хотела уточнить по поводу добычи угля, да. Просто чуть-чуть подробнее хочу об этом проекте. Я потом вернусь к туристическим проектам своим вопросом.
Интересно, на какой стадии на данный момент, вот если есть какие-то шероховатости, проблемы, то с чем они связаны и насколько легко преодолимы? И проект этот, я так понимаю, он инвестиционный, и кто в нем задействован? Давайте вернемся еще раз назад. В 2021 году или 2020 году мы дали лицензию. Лицензию определили Тхуарчал уголь. Там раньше занимался Тайфун Наимович Арценбах. Это частная инвестиция. Я больше абсолютно мне не интересно, кто еще с ним занимается. Я знаю одного человека, который занимается а кто у него компаньон, мне это не интересно. Я не хочу это озвучивать, потому что сегодня настолько мир стал сложным, о том, что если кого-то, допустим, нечаянно мы кого-то можем назвать, и потом за ним будет гонение. То есть мне это не хотелось бы, но точно знаю, что я вам могу 100% сказать, занимается Арценбах Тайфун Наимович. Он серьезный парень, бывший депутат, бывших хотя не бывает. Он вкладывал в нашем городе, в нашем районе, занимался углем. Ему это известно, он знает проблемы. Конечно, всегда есть проблемы, конечно, всегда есть риски. Но хочу вам сказать, вот он человек очень такой осторожный, бизнесмен такой, знаете, жесткий, я бы сказал бы. Он все это учел. Если бы это не получалось бы, я точно уверен, что, наверное, не стал бы заниматься углем. Это очень интересная тема, выгодная для бизнеса. Я уверен, что у нас абсолютно таких, чтобы преград, чтобы могли бы не довести до конца, у него не стоит. Этого нет. Угу. Ну, сейчас на какой стадии вот примерно проект? Вы сказали, через месяца 3, возможно, уже будут набираться люди, да? Значит, сегодня приехали специалисты, здесь Наимович находится за границей, приехали специалисты, занимаются. Специалистов нужно приглашать для пробива Абхазии. Это немножко сложный такой продукт, понимаете? Шахтным способом очень сложно. То есть там много таких... Да-да-да. Вот, кстати, как раз хотела спросить, вот шахтный способ, он более щадящий для окружающей среды, скажем так? Вот эта проблема, которая волнует вообще-то и горожан, и вообще в Абхазии всех людей. Это не то, что щадящий, это самое выгодное, чтобы вы понимали. Это где не портится экология. Знаете, вот это мы, в принципе, согласились, я в том числе согласился, потому что шахтным способом. Он более сложный, да, насколько я знаю. Это было бы открытым способом, я бы не согласился бы. Мы лучше бы развивали бы туризм, понимаете, создавали бы другое производство, да. А я в том числе сейчас согласились, потому что шахтным способом, во-первых, это выгодно тем, что шахтным способом круглый год работает. А открытым способом у нас, в горах же уголь добываем, там снег выпадает, примерно погодные условия меняются, там примерно от 8 до 10 метров снег выпадает. То есть это невозможно там работать зимой. Понимаете? И вот именно из-за этого, шахтным способом это и интересно, и выгодно, и экология не портится, знаете, то есть весь мир этим занимается, и мы не должны останавливаться и оглядываться, что будет завтра, но мы не должны портить природу. Природу мы должны щадить, у нас есть что щадить, и у нас есть что показать, туристам, и мы не можем, допустим, приобретая что-то портить. Знаете, вот, допустим, мы приобрели, в одном кармане окажется 100 рублей, а в другом кармане 120 рублей убытка, то есть ущерба. Мы это не можем делать, и никто на это не пойдет. Ни экологи, ни президенты, в том числе горожане, в том числе и я. Знаете, Исидор Шалодевич, что касается туристических вот этих проектов, я так понимаю, это коммерческие проекты, и было бы интересно узнать, сколько их, в каких местах, 1, 2, 3, и чем они конкретно будут заниматься, то есть это будут экскурсии или какие-то объекты, что вы могли бы рассказать? Туризм – это примитивное отношение, сегодняшнее отношение, то, что мы сегодня делаем, это как вам сказать, с тем, что мы делаем большой проект, готовим, это выглядит примитивно. То есть сегодня занимаются там ребята особо. Я хочу им большое спасибо сказать, потому что в прошлом году приехали более 50 тысяч человек. Здесь есть много неудобств. Я бы сразу начал бы с того, что мы уже
в апреле-мае месяце должны были уже положить асфальт до этих водопадов. Да. Мне не столько до водопадов, мне как поселок Кармара и Поляна, вот эта вот сторона, будет, если сделана дорога, удобная дорога будет. Это в первую очередь. Есть желающие, которые там приобрести ему, то есть квартиры, имущество, знаете. То есть сегодня могу сказать с уверенностью, что если нас называли, вернее, о том, что мы депрессивный город, район. Но сегодня нету дня, чтобы кто-то ко мне не обратился, чтобы приобрести квартиру или имущество, или серьезно? Там, землю. Нету дня, чтобы вы знали, нету дня. То есть, знаете как, вот нету такого дня, чтобы этого не было. Нету ни одного дня не прошло, чтобы кто-то не позвонил, не приехал, не попросил, или не позвонили, чтобы что-то получить, кусочек земли в квартире, чтобы вы это понимали. Я сейчас не хочу на этом зацикливаться. То есть мы специально создали такие условия, которые люди поняли, что здесь тоже все, что лежит, могут забрать. Знаете, вот кто живет здесь, легко то, что все, что дается, у нас есть люди, которые могут это сделать. То есть мы создали условия... Использовать все возможности. Да, то есть, знаете, вот, да, то есть мы немножко хитро к этому подошли, но все равно сработало хорошо, знаете. Вот у нас же есть 1250 квартир, мы же нашли квартиры, значит, мы провели инвентаризацию, это уже отдельная тема, конечно. У нас есть свободные квартиры, которые мы можем предложить специалистам, которые к нам приедут жить, вы понимаете? То есть вот, кстати, об этом проекте уже были какие-то заявки или желающие? Конечно. Вы представляете, к нам приехал с Нижнего Новгорода врач. А вы знаете, что я сделал? Я пообещал, чтобы у нас нет врача-хирурга, особенно хирург, по сосудистый хирург, тем более, да, оперирующий хирург. У нас есть врачи, которые не оперирующие врачи, хирурги, вернее. А он, значит, уважаемый человек у нас работал, Дмитрий Григорьевич, да, он с возрастом переехал, там, болезни в Москве. То есть у нас нету врачей. То есть, и мы пригласили его, мы дали ему квартиру, выделили. Я не ремонт квартиры, ему наши квартиры разбиты, дал ему 200 тысяч рублей, чтобы вы понимали, просто-напросто, да, вот такое. И еще, значит, я попросил президента и вице-президента, спасибо ему огромное, спасибо, да, вот состав. Мы сделали ему гражданство. Он работает уже? Он 5 лет работает, и мы договорились, мы договор с ним заключили, он живет здесь 5 лет, дальше светофора никуда не едет, вот. После 5 лет он может переехать в другом месте, где ему удобно переехать жить. То есть 5 лет он точно отработает в город Кварчал. Понимаете? Вы же понимаете, когда больного приведут, да, в больницу, и когда врача не оказывается, они же не придут к другим, они к нам придут. То есть мы должны создать условия. То есть я вот таких врачей еще человек 5-6. Тоже деньги выделю, квартиру дам, значит, с ремонтом, помогу с ремонтом, вернее, делаю гражданство. То есть они, чтобы жили здесь, понимаете, мы не можем без врачей, то есть мы есть 3 детских садика, значит, 17 школ в районе, в городе. То есть, понимаете, мы тоже хотим существовать. То есть нам нужны двигаться вперед. Мы же не можем останавливаться все время, говорить, там было плохо, кто-то что-то не доделал. Нет, мы перестали это говорить. Мы хотим жить получше. Каждый из нас будет спрашивать, что он сделал. Понимаете? То есть, вы говорили об этом проекте, что хотите приглашать специалистов, и вы уже приступили к нему, начали, и собираетесь развивать его, да? Интересно, хорошо. А как вот, кстати, вот мы тогда не договорили про туризм, но сейчас возникла тема медицинских кадров, да? Вот больница введена в эксплуатацию. Как получилось? Да. Потом вернемся опять к туризму, никак мы не закончим эту тему. Вот больница, она введена в эксплуатацию, вроде укомплектована кадрами, но тем не менее были какие-то проблемы, да, там внутри. Как сейчас ситуация? Вы имеете в виду, ситуация внутри возникла сотрудниками, что ли? Сотрудниками, во-первых. Во-вторых, вообще ремонт был очень хороший сделан. И насколько полностью реализует свой потенциал больница? Очень тяжелый вопрос. Я даже не знаю, как вам ответить. Конечно, вы знаете, это одни из лучших больниц в Абхазии. У меня есть претензии к этой больнице, да, к строителям, конечно, всегда. Вот у меня есть пару вопросов, не пару вопросов, а много вопросов, которые бы я спросил, я бы знал, с кого спросить, да, это был такой переходящий
Вот. Никто ни за что не отвечает. Конечно, со всеми минусами то, что сделано, да, там сейчас не будем останавливаться, но больница очень шикарна, то есть удобная, люди, значит, обращаются, увеличился поток, кто лечится в этой больнице, да, около 180 человек лечились в стационаре за один квартал. Понимаете, да? То есть у нас УЗы, оборудование шикарное, то есть все новое. Вот. Сейчас мы попросили президента, попросили премьер-министра, мы покупаем КТ. То есть мы устанавливаем КТ. Это решит много проблем и в районе, и в городе, и даже ближайшие районы, которые есть, вот Ачимчирский район, Кальский район, то есть они будут обращаться, они будут ездить в Дауту, в Сухуми, в очереди стоять. То есть это обходится около 15 миллионов рублей, но президент пообещал, и когда премьер-министр, мы созванивались, в общем, плотно занимаются, надеюсь, до конца года у нас будет парад КТ. Это одна сторона. Вы понимаете, для нас, для восточной стороны очень важна эта больница. Не хочу вас расстраивать, но мы уже оказывались в блокаде. Хорошо, что тогда, спасибо Богу, что тогда врачи были, да, у нас компетентные, молодые ребята, да, вот они спасали наших жизнь ребят. Но если вдруг, да, я сейчас, Богу упаси, но когда-то, если это понадобится, у нас должна быть комплектованная больница с оборудованием, врачи должны быть, то есть мы всегда должны быть готовы к этому. Даже если, допустим, население маленькое, в Кварчеле, там, в городе 4500 человек и в районе около 16 тысяч человек проживает, но это не значит, что больница не должна быть здесь. А почему? А чем мы хуже? А чем мы хуже тех, допустим, я не говорю, допустим, да, там, почему там у нас нету, но мы должны к этому стремиться, мы не должны завидовать никому, а мы должны к этому стремиться. Вот вы сказали, вопрос тяжелый. В чем заключается тяжесть ситуации, темы? В смысле, тяжелый в таком... Да, вот я говорила, что реализован ли потенциал больницы? Не совсем, не 100%. Врачи у нас, нужно кадровые врачи, у нас примерно 7-8 человек мы должны пригласить. Нет, то есть никто не хочет к нам приехать, жить здесь и работать. То есть, понимаете как, он должен находиться здесь. Да, у нас есть договора. То есть специалисты особо не рвутся в Кварчал ехать работать? Да, но мы имеем договора, конечно, в неделю раз к нам приезжают в Сухуми, но это нам не устраивает. Знаете, нам не устраивает. Постоянные люди нужны. Да, постоянно человек должен жить, вы понимаете, вот здесь должен находиться. Вот когда врачи приезжают с Сухума, допустим, да, или с других районов, то есть в очереди у нас создается, вы понимаете, да? То конечно, есть, да. А человек, во-первых, у нас нет педиатра, вы понимаете, это очень сложно, то есть дети, у нас полно сады детей, а у нас педиатра нету. Это для меня очень, знаете, все время я не сплю. Об этом думаю, откуда пригласить человека. Понимаете, то есть это не надо жить все время. А, конечно, внутри больницы, я сейчас вы тронули, были какие-то разговоры, проверки были, все по закону, никто какие-то полномочия не нарушалось. То есть в рамках закона. Все в рамках закона, да. История Там хороший специалист. Я вообще благодарен этой женщине. Там хороший специалист, хороший власть и хороший руководитель. Мы ее, конечно, отметили, у нее заслуженный врач. Что было сделано во время ковида? Вы не представляете, что было сделано. Хотелось бы все-таки поговорить вот об этих туристических проектах. Я так понимаю, что в комплексе будет решаться эта тема, да, в Кварчале, во всей Восточной Абхазии. Но, тем не менее, Кварчал отдельные элементы. Просто интересно, есть ли какие-то проекты, которые, действительно обеспечили бы там приезд туристов, какие-то рабочие места для людей, и так далее. И доход в бюджет. Хороший вопрос, правильно вы задаете. Рабочие места создаются, приезжают туристы, пересаживаются на другие машины, на УАЗиках, их поднимают, оплачивают. Примерно, я вам скажу, каждый человек, который сегодня обслуживает туристов, зарабатывает неплохие деньги. Сейчас цифр называть не буду. Примерно неплохие деньги зарабатывает, чтобы содержать семью. То есть 3-5 тысяч рублей все равно зарабатывает из них. Понимаете, да? Вот, это радует, что люди заняты. Вы знаете, до вечера здесь никого не видно, то есть все как-то занимаются этими туристами.
да, в городе. Да, вот только вечером смотришь, молодежь появилась, да, вот. А так занимаются ежедневно, занимаются туристами. Это хорошо. Рассчитываете на поступление в бюджет от этой сферы? Когда будет у нас удобно, без пересадки, когда будут туристы на этих водопадах подниматься, правдам и неправдам из каждого человека 50 рублей будет попадать в бюджет. Вы знаете, это очень сложно. Сейчас не хотелось бы это все озвучивать, да, там много вопросов может стать, да, понятно. И вот, то есть 50 рублей, то это мало не знаю, то есть здесь, пока с этого начнем, и там видно будет. Это для нас, вы знаете, вот даже 50 рублей, для нас это как 5 миллионов сравнительно. То есть 1 копейка, да, допустим, у меня покосить город, мне обходится 200 тысяч рублей в месяц. Чтобы вы просто понимали, город маленький, да, косить надо, убирать надо. То есть у меня нет, да, вот там много проблем, но один из проблем и 50 рублей это существенно в чем-то мы какую-то дырку закроем. Знаете, что залатаем, если такое. Когда будет асфальт, я надеюсь, асфальт будет, уже там работы ведутся. Уже идут работы? Да, подготовительные работы ведут, там трактора работают, грейдер работают. То есть будет финансирование, да, мы же это не зависит не от нас, это с Российской Федерации. У нас 235 миллионов должны мы освоить в этом году. То есть то есть эта дорога, она по инвестпрограмме идет? Да, по инвестпрограмме идет дорога. Это улица Проспект Свободы, да, вот это вот вся. Это существенно изменится. Мы это ждем, даже вот надеемся, что скоро со временем будет финансирование, у нас появятся красивые дороги, значит, удобные. Да. Вот и касаемо туристов, еще раз хочу сказать, как только дорога будет сделана, то есть асфальтированная дорога до водопадов, у нас 1 копейка, то есть 50 рублей, мы уже договорились с ребятами, которые там занимаются. То есть будет идти отчисления в бюджет от этой сферы. Да. Но это, вы знаете, как вам сказать, это все равно то, что у нас есть в проекте. Вот сегодня, встречаясь с президентом, мы будем эту тему обсуждать. Мы занимаемся проектами. Вот этот проект сегодня я буду озвучивать сегодня президенту. Хочу вам сказать, это очень дорогостоящий проект, очень дорогостоящий. Знаете, это примерно, цифры прислали, просто так, их не виднее, выходит около 27 миллиардов рублей, чтобы сделать дорогу на озеро, вот это вот безымянное, то, что мы называем ее. А чтобы сделать такой комфортабельный, как похожий на Рыцарскую даже заповедник, похожий все сделать, примерно обходится около 27 миллиардов рублей. Мы должны искать людей, которые будут там складывать. Тогда поменяется все существенно. То есть инвесторы еще должны определиться по этому проекту. Конечно. Да. Я надеюсь, у нас найдутся, кто на себя возьмет. Изидор Шалодиевич, в чем вы еще видите перспективы развития района? Вот у нас немного времени осталось, можно обозначить какие-то направления. У нас в сельское хозяйство очень хорошо развивается. Будем развивать, вернее, это посадка мандаринов. У нас уже фирма «София» занимается. Посажено около 5 тысяч, от 5 до 10 тысяч мне обещали, но пока 5 тысяч посадили. Голубика. И вообще... Они его сейчас весной посадили или осенью сажали? Да, весной посадили, весной посадили. Да, и то есть неплохие перспективы, я надеюсь, должны быть вложения. Вот вы понимаете, допустим, посадить мандарину, то есть это закопать на 5-6 лет деньги. Понятно, конечно, да. Это сразу не дает, это же не... Культура-то долго, то есть 5-6 лет нужно ждать, чтобы получить даже пробную, там 3 года нужно ждать, чтобы получить мандарин. Понятно. Тем не менее, начало положено, это очень хорошо. Начало положено. Да. И табачная фабрика у нас пока есть сложности, но у нас создается табачная фабрика. То есть в Берлине, то есть работы. Надеемся, что что-то у них и получится, знаете, как вам сказать, с уверенностью мы это не можем сказать, но работы ведутся, они приезжали недавно. Да, подождем результаты и увидим, чем закончится. Да. Наверное, мы... Спасибо. Наверное, у меня, конечно, вопросы были по поводу инфраструктуры. Я знаю, что там много чего в городе делалось, но давайте мы продолжим в следующий раз, потому что по времени, к сожалению, мы ограничены. Спасибо вам большое за ваше интервью. Я напомню, что мы говорили с Изидором Дочи,
главой администрации Ткварчальского района, говорили о том, какова экономика района, как местные власти собираются его развивать, как работают с инвесторами и к чему стремятся. Спасибо вам большое, всего доброго. Спасибо вам большое, удачи вам. Спасибо. Главный четверг. Главы городов и